Кирсова Күйün История музейі, Дилсаде экспонатлар топлулу, Амадери жан ери. Бурасы iki кардаш халкын, гагаузларын хем булгарларын историясыны хем традицияларını корuyер. Меркез миллетлерин культураларını birleştirer. Евлад бойларына корударак дире анмайы деделерimiz евжиманlık, adetler hem halk yaratıcılığı için. Музей «История села Кирсово» – место, где люди могут приходить и смотреть на вещи, сделанные руками наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Само название дает о себе знать. В этих стенах кроется вся суть истории села Кирсово. Эти картины, подушки и все вещи, которые сделаны здесь, это сделаны руками наших предков. Это место – самая главная достопримечательность в нашем селе. Очень много вещей, которые могут вас впечатлить. Это, например, как наши традиционные костюмы, еда и так далее. Мне очень нравится музей моего любимого села, село Кирсово. Музей истории села Кирсово – это жемчужина нашего села. Сегодня мы тесно сотрудничаем с дошкольными учреждениями, со школьными учреждениями. Это лицей наш, гимназия. Дети являются нашими главными посетителями. Я часто хожу сюда, чтобы посмотреть на инструменты, которые делали наши бабушки и дедушки. Даже ковры, которые бабушки и прабабушки наши вышивали таким трудом. Многие могут приходить сюда и посмотреть на красоту нашего села. Даже на наших уроках мы изучаем историю села Кирсово. Музей «История села Кирсово» состоит из 3 комнат общей площадью 86 квадратных метров. Первая комната, вот мы находимся сейчас тут, это информационный зал. Достаточно много места, чтобы пригласить, допустим, какого-то умельца из села Кирсово и не только из села Кирсово, собрать всех детишек рядом у этого стола, рассказать о истории нашего села, о традициях, о культуре и заставить их полюбить то, что они видят вокруг себя. Это изделия ручной работы, и попробовать даже самим сделать кое-что. Тут стенды, на которых четко расписана, показана вся история из года в год, день за днем. Вот обратите внимание на первый стенд. Стенд «Наша гордость, наши герои». Нельзя не отметить народного артиста Молдавской ССР Иона Бас. Это один из главных героев нашего села. Он внес большой вклад в развитие культуры не только села Кирсово, но и Молдавской ССР в то время. Также нашими героями является Бас Лукерия Федоровна, это телятница колхоза. Она любила то, чем она занималась. Это истинный патриот своей родины. Тузлов, в честь которого названа сегодня средняя школа. Сегодня это лицей, а до этого была средняя школа номер 1. И Арнаут Илья Ильич. Также нельзя не отметить Фудшидже Афанасия Николаевича, это председателя колхоза «Маяк». Также стенд «Дети – наше будущее». Научиться любить детей нельзя ни в каком учебном заведении, ни по каким книгам. Тут на этом стенде выпускники школьных и дошкольных учреждений.
Конечно же, фото меняется, складывается в архив. Сегодня музей – это не только то место, где собраны экспонаты жителей нашего села, где могут проводиться только экскурсии. Нет, это и место, где мы проводим массу мероприятий. В мероприятиях принимают участие дети, жители села Кирсово. Мы стараемся приобщить разное поколение, чтобы это было плодотворно, интересно. Также Масленица – это плановое мероприятие, музей день за днем, день села, также памятные мероприятия проводим. В музей истории села Кирсово мы с ребятами приходим сюда неоднократно. Ребята могут почувствовать, потрогать предметы. Здесь мы провели мероприятие, приуроченное к образованию гагаузской автономии. Итер кырыныкта дурдук, гильдии заман. Автономия мызы курдук, ады Гагаузистан. Топрамыс зингим безин, инсанар яупак. Башчалар мейва долу, гелдустум дабак. Гагауз халкы, обир тюр халкы. Ангысы ортодокс христиан динини куланер. Хербир халкын варкенди культурасы хем адитлери. Хал культурасы ниджа инсан джансыз. Некадыр халкын культурасы зенгин, ююсек, урулу, окадар охалк, ариф, акылы и джаны, хесабы аннаян. Гагаузия есть локо лундямный скут, чему дел триеск, имприунику фамилия мя. Уамени дин Гагаузия сун харнич, оспитальер, щемирел сун гаты сессия жутя уни пиалций. Традиции щи обечерили, ин Гагаузия се пестря за кумари грижа, ел юбеск патря мя, пен труке аич, мэсин феричит, щиин сигуренце. Вейн вит, кудрак ланоин Гагаузия. Было проведено мероприятие к женскому дню и мартишор. Тут труженики нашего колхоза «Маяк», жители почетные нашего села Кирсово. Многих из них, к сожалению, сегодня нет в живых. Каждый из них внес определенный вклад в развитие нашего родного и любимого села Кирсово. Это люди, которые стояли у истоков колхоза «Маяк», которые прикладывали все усилия, чтобы наш колхоз возрождался и был на передовой линии. Этот год, все знают, объявлен юбилейным годом, 80 лет со дня Великой Отечественной Победы. Запланировано мероприятие с дошкольниками, с школьниками в честь памяти воинов, павших в этой страшной войне. Стенд православный, который собрал в себя все обряды, которые происходят не только у нас в округе. Это крещение младенца, это свадьба. Также жителями нашего села во многих местах были установлены кресты. Люди делились своими ручными изделиями. Это рушники, дорожки. Я не могу сегодня не отметить наших музыкантов, которых сегодня, к сожалению, нет в живых. Супруги поделились инструментами музыкальными. Это труба Бузилова Ивана,
Дудка Касым Виктора Федоровича. Для наших жителей это не просто имена, это лица, которые внесли вклад в развитие нашего села, в развитие культуры. И сегодня до сих пор мы слушаем эти мелодии в записях и передаем из поколения в поколение. Также ударные инструменты Браснибрада Николая Даниловича, гармония Главчева Ивана, кларнет Кравченко Ивана Павловича. Этот уголочек для нас имеет огромное значение. И наша задача — сохранить данные экспонаты, рассказывать нашему подрастающему поколению, что у нас жили такие люди талантливые. А теперь я попрошу вас пройти во второй зал Музея истории села Кирсово. Прошу вас. Вот обратите внимание на этот стенд. Стенд, мы его назвали «Пел сердцем и душой». Тут фонд Иона Бас. Это народный артист Молдавской ССР. Тут размещены экспонаты, которые принадлежали Иону Бас. Мы стараемся рассказать детям и показать вот на фотостендах о том, каким артистом был Ион Бас. Обратите, пожалуйста, внимание на ценный экспонат нашего музея – медная сковорода матери Иона Бас, Феодоры Ивановны. Сковорода 1882 года. Этот экспонат интересен как для детей, так и для взрослых. Двигаясь вперед и развиваясь, нельзя забывать историю музея и имена тех, кто стоял у истоков становления музея «История села Кирсово». Это Сапунжи Сергей Дмитриевич, основатель музея Недялкова Елена Даниловна, братья Елены Даниловны Браснибрада Гаврил и Браснибрада Николай, также Стойнов Георгий Степанович, который всячески помогал при открытии музея. Это в предоставлении исторического материала. А теперь я попрошу вас войти в главную комнату музея «История села Кирсово». Эта комната около 30 детишек помещает, да. И здесь проходят памятные мероприятия. Тут показан весь колорит нашей родной любимой Гагаузии, наверное, во всех цветах. В прошлом году у нас тут проходила фотосессия, был объявлен конкурс Главным управлением образования. Тут размещены рамки ручной работы наших умелиц, наших женщин, жителей села Кирсово. Также приданное молодой невесты. Вместе с жителями села мы собирали это приданное. Тут размещены ковры ручной работы. Это ковер Браснибрада Елены Борисовны. Также ковер Коваловой Марии Савельевны. Она его ткала для своей дочери как приданное. На стенах размещены около 20 рамок. Каждая рамка сделана с любовью и отличаются друг от друга. Каждая работа – это букеты цветов. Также обратите внимание на рамочку «Девочка с собачкой». Они разные. Каждая хозяюшка вкладывала частицу себя. Эту картину передали Анна Федоровна Хохлова, примар села Кирсово, на хранение в музей. До этого она была украшением актового зала администрации примарии села Кирсово. И все, кто заходит сюда, узнают эту картину. Это картина от автора Валентина Глобина, нарисована маслом. И даже когда я ее намывала, то ни единой красочки не сошло. Настолько качественная работа, на удивление. Традиционный стол, на котором обязательно хлеб с солью. Это одно из важных элементов традиционного стола. Это хлеб и соль. И традиционно белгарская банница с пожелания.
для детишек наших. Сегодня у нас будут дети посетителями нашего музея, и специально для них я испекла традиционную банницу по специальному рецепту. Хлеб в печи. Не в этой, конечно, это муляж печи. Сделана печь специально для того, чтобы детки могли импровизировать, показывать традиционные блюда, печь блины. Это все импровизационно. Вот в конце года, в честь 30-летия Гагаузии, дети жарили хрустики прямо на печи, да. Плита тоже так сделана, и деткам было очень интересно, и они вошли в роль, им это очень понравилось. Так что все сделано тут для детей. Работаем тесно с подрастающим поколением для того, чтобы привить им любовь к нашим традициям, культуре и ко всему тому, что нас окружает. Этот сундук принадлежит матери основателя музея Недялковой Лене Даниловне, Браснебрада Елена Борисовна. Это ее приданное тоже, сундук. В сундуке очень много интересного. Жители села Кирсово поделились своими изделиями ручной работы. Сегодня они приведены в надлежащий вид, накрахмалены, как положено. И в любое время, к любому мероприятию можно отсюда достать любой экспонат и украсить все 3 комнаты музея истории села Кирсово. Часы янтаря передал их житель села Кирсово. Сегодня они являются украшением нашего музея. Им больше 50 лет, так что это антиквариат. Мы их ценим, любим и храним. Ежегодно мы объявляем акцию «Подари экспонат и войди в историю». И на эту акцию жители села Кирсово, и не только жители, и гости нашего села реагируют. Они делятся своим дорогим и передают изо дня в день. Музей пополняется, и сегодня музей насчитывает около 6 тысяч экспонатов. Это предметы живописи, предметы ручной работы, предметы быта. И сегодня нам есть что показать и о чем рассказать. Каждый экспонат уникален по-своему, и наша задача сохранить на многие века. Одним из ценных экспонатов Музея истории села Кирсово – это икона с Киево-Печорской лавры, икона Божией Матери с 1883 года. Этот экспонат является сегодня уникальным и является украшением нашего музея. И наша задача также сохранить этот экспонат. Самый молодой экспонат – это наша традиционная печь. Она сделана буквально недавно и сделана для того, чтобы работать с подрастающим поколением. Это рабочий вариант для детишек наших, это муляж печи. Но сегодня этот экспонат, он радует наше подрастающее поколение, и дети могут показать то, на что они способны. Жители охотно поделились своей одеждой, которой тоже около 80 лет. Вот соседка моя, Нейковчина Феодора, передала свои платья. Сегодня ей 85 лет, и 2 платья – это ценные экспонаты. В сентябре 2024 года мы выезжали на мероприятие. Музей истории села Кирсово принимал участие в данном мероприятии Гагаузской Урафы. Вот подобное платье я увидела там на сцене, показывали дефиле старинных платьев. Вот точно такое же платье я увидела на сцене. Так что сегодня наш музей может тоже порадовать наших гостей, жителей села Кирсово такими уникальными экспонатами. Есть учебные материалы, книги, в которых расписаны болгарские старинные песни с нотами. Также есть музыкальные инструменты, которые говорят о фольклоре и показывают весь колорит нашей родной родины. Музей истории села Кирсово всячески помогает подрастающему поколению в
находки материала, в подготовке проектов различных. Вот буквально в прошлом году тоже ко мне подходили летом дети с гимназии имени Михаила Танасогла и попросили помощи в написании проекта о Великой Отечественной войне. И результат был хороший у детей. Сегодня, можно сказать, это не только музей, но и библиотека своего рода. Тут находится по одному уникальному экспонату учебники, которых нигде нет, традиционных учебников, в которых расписаны все праздники, мероприятия, музыкальные фольклоры и многое другое. К сожалению, сегодня в музее очень мало места и невозможно принять много экспонатов. Мы довольствуемся тем, что мы имеем экспонаты, которые большие по размеру, мы сегодня принять, к сожалению, не можем. Изделия ручной работы охотно принимаются, и это ценится изо дня в день. Посетителями музея «История села Кирсово» в первую очередь являются дети. Это наше будущее, это наше подрастающее поколение. Также гости из соседних сел, жители села Кирсово. Так как село Кирсово расположено очень удачно, я бы так сказала, трасса мирового значения проходит мимо нашего села Кишинев-Джурджулешт, и многие останавливаются просто посмотреть на музей наш, ознакомиться с нашей культурой, с бытом наших предков, и это отрадно и очень приятно. А сейчас к нам в двери стучатся посетители музея «История села Кирсово». Это учащиеся лицея имени Михаила Тузлова. Пойдемте встречать детей. Здравствуйте, уважаемые посетители музея «История села Кирсово». Я рада поприветствовать вас сегодня в стенах нашего родного уже, правильно? Да. И любимого музея. Пожалуйста, проходим. Валентина Сергеевна. Учащиеся 4 класса являются частыми посетителями музея «История села Кирсово». Сегодня вам посчастливится отведать традиционного домашнего хлеба, который сделан в печи. Хлебушек по рецепту наших мам, бабушек. Для того, чтобы хлеб был уникальным и по вкусу неповторимым, обязательно надо его делать чем? Это что? Напоминает вам о чем-то это, детки? Да. Скажи, Ирочка, что это? Дрожжи. Дрожжи. Вот благодаря этому у хлеба получается неповторимый вкус. И вот когда вы попробуете, вы убедитесь в этом. А также вот обратите внимание, на что похоже вот это блюдо. Кавырма. Это болгарская банница, и сегодня в первый раз мы попробуем. Мы сейчас порежем, чтобы было культурно. Дети почувствовали запах хлеба. У каждой хозяйки свой принцип приготовления домашнего хлеба. Сейчас, да, свежий, наисвежайший. Золотистый, да. Вот так кушали наши бабушки, дедушки, мамы, папы. Пожалуйста, по кусочку. Берите, детки. Берите, берите, отламывайте, помогайте мне. Аромат, а пахнет как? Похож на магазинный хлебушек? Нет, вообще нет. Вкуснее. Вот немножко потрудиться один день, и такая красота на столе. Вот с самого утра замешиваем тесто, и тесто любит тишину. В тишине оно подходит до таких размеров, и потом в печке вот получается такая красота. А это что такое? Говорит вам о чем-то это? Да, это чтобы был вкус вкуснее. Это, а ну еще раз. Чтобы был вкус вкуснее. А как на болгарском называется эта приправа? А? Меруде. И на гагаузском, наверное, то же самое. Вот это придает вкус горячему хлебу из печи. Особый вкус. Покушайте хлеба, потом традиционной банницы отведаете. У каждого пожелание будет. Видите, это не простая банница. Вот бумажечки, да, это пожелание. Где-то видели, да?
Мини-пожелания, да. Видите? Eski kiyatlar, aylar relikviyaları, kiliseler, hem şkolalar, hepsi bunlar zaman ruhunu açıklarlar. Burada her bir eksponat halkların birleşmek marturu. Onların ne kadar zengin yiyecekleri hem külturaları var anlatırlar. Bu takım müzey, o diri historia hangisi insanların can yerlerinde yüter.